Золотой фонд «Наш профессор» начнет снимать прямые трансляции наших профессоров. Об этом можете следить у нас на странице. Ну а сегодня познакомимся с Галиной Касьяновной, с доктором медицинских наук. Степанова Галина Касьяновна, доктор медицинских наук, отличник здравоохранения Республики Саха-Якутия, почетный работник Высшего профессионального образования Российской Федерации, почетный ветеран Северо-Восточного федерального университета. В 1967 году окончила медицинский факультет ЯГУ. После окончания аспирантуры при кафедре физиологии человека и животных биолого-почвенного факультета МГУ работала ассистентом, доцентом, профессором, завкурсом нормальной физиологии кафедры физиологии человека Медицинского института ЯГУ, профессором кафедры нормальной патологической физиологии Медицинского института, замдекана лечебного факультета по учебной работе. Защитила докторскую диссертацию на тему морфологические и функциональные признаки адаптированности молодых мужчин различных этносов в Институте нормальной физиологии имени Анохина. Область научных интересов – функциональные характеристики кардиореспираторной системы здоровых юношей Республики Саха-Якутия, особенности межполушарного доминирования у якутов. Автор 100 научных трудов, в том числе учитываемых в международных базах данных Web of Science, Scopus, 7 учебно-методических работ. Под ее руководством защищены 2 кандидатские диссертации. В науку через аспирантуру. Я закончила аспирантуру при кафедре физиологии человека и животных Московского государственного университета имени Ломоносова. Вот таким образом. В старших классах уже, во всяком случае, к 10 классу я определилась. Но в первую очередь моя подруга ближайшая решила поступать на медфак, тогда медико-лечебный факультет, я вместе с ней. Это мой научный руководитель на кафедре в МГУ Иван Михайлович Родионов, профессор Родионов. Сейчас его, к сожалению, нет в живых, но о нем у меня самые теплые воспоминания остались. Он очень много, конечно, дал. Мне был очень требовательный руководитель, поругивал нас, аспирантов, но, во всяком случае, когда требовалась помощь, любая техническая помощь, обсуждение результатов, он всегда участвовал в этом. Это номер один, что касается мой ориентир. А затем мои подруги по аспирантуре, все, кто в научной группе профессора Родионова, это москвички, они очень известные и заслуженные, все профессора, доктора наук. Это Белкина Людмила Михайловна, это Медведева Наталья Александровна, она и сейчас в должности профессора на этой же кафедре, а также в Институте фундаментальной медицины. Открылся еще дополнительно этот факультет. Я с ними до сих пор поддерживаю дружбу. И они первыми защитили свои докторские, и кандидатские, и докторские диссертации. И они до сих пор мои ориентиры, остаются моими ориентирами. Публикации, конечно, первые были по моей кандидатской диссертации. И были они, конечно, в рейтинговых, как сейчас говорят, журналах. Это физиологический журнал имени Сеченова. Затем Вестник МГУ. Естественно, это очень качественные работы. Представьте себе, Московский государственный университет. Конечно, это флагман науки. О чем я сожалею, это, конечно, о том, что мне не пришлось дальше развивать эту тему кандидатской диссертации, потому что она была выполнена на аппаратуре, которую здесь, когда я вернулась в Якутск, конечно, просто невозможно было приобрести.
и продолжить работу. Шла очень долго, путь продолжительный. То есть это порядка 20 лет. Почему, я объясню. Я вот сказала вам о том, что я не могла продолжить вот свою тему, которой я занималась в аспирантуре, из-за чего? Из-за отсутствия аппаратуры. Вот. Поэтому, да, и к тому же после аспирантуры там у меня второй сын родился, да, тоже это заняло время. Вот. И я, конечно, занималась все-таки, да, исследованиями экспериментальными на животных, да. Моя тема кандидатская – это из раздела физиологии кровообращения, и я продолжала тут экспериментировать на лабораторных крысах там, да, и даже проводила исследования электрокардиографические на сусликах, это еврашки вот у нас, да. Вот, мы спускались с сотрудниками Института биологии это есть специальный у них подвал, где эти зимоспящие всю зиму находились в спячке и проводили такие исследования. А затем бывший наш зам декана по науке Василий Прокопьевич Алексеев, царство ему небесное, он как-то курировал нас, молодых, что называется, преподавателей, и он мне как-то говорит: да брось ты заниматься этими крысами, переходи-ка на исследования на человеке. Что мне помогло, и послужило дальнейшим толчком к началу, собственно, сбора материала для будущей докторской диссертации, это курсы повышения квалификации. В те годы, это 80-е годы, нас регулярно отправляли на повышение квалификации. И там я познакомилась с заведующим кафедры Рижского медицинского института, профессор Валтнерес. Он занимался сфигмографией, это регистрация артериального пульса. И, можно сказать, меня заразил, тем более, что методика вполне доступная. Правда, приборов не было, но тогда было проще, слушайте, было проще пробить эту аппаратуру через медтехнику. И я, собственно, сама обращалась к руководству медтехники. И в конце концов я пробила сфигмографические приставки, электрокардиограф там двухканальный, и начала эти исследования, регистрацию сфигмограмм, затем исследование скорости распространения пульсовой волны. И у меня тут довольно большая статистика набралась. До сих пор часть материала так и не опубликована, а часть вошла в докторскую диссертацию. А затем, конечно же, я следила за литературой, что там говорить, за научной постоянно, и нашла эту методику тетраполярной реографии, по которой это регистрируются реограммы, это сопротивление тела, грудной клетки в частности. И по записям этой тетраполярной реограммы можно было вычислить с очень высокой точностью показатели гемодинамики, и в частности систолический объем, то есть объем крови, который выбрасывается там за одну систолу, затем там минутный объем. То есть эта методика, она широко используется, и чем она примечательна, она хоть и неинвазивная, то есть не нужно там вскрывать сосуды, делать разрезы, да, наложить датчики на грудную клетку там, да, и, пожалуйста, регистрируй. И тоже большой материал удалось мне собрать вместе с моей аспиранткой Марьей Васильевной Устиновой. Кстати, наша дальнейшая работа была много лет. Наверное, половину у нас из тех публикаций, которые у меня есть, половина это с Марией Васильевной.
Но, к большому сожалению, она заболела и сейчас ушла с кафедры. Но я очень сожалею, потому что мы с ней, вот, как говорится, рука об руку работали. Ну и она вовремя защитила диссертацию. И дальше как бы тоже, следя за публикациями, да, я обратила внимание, что используется методика вычисления, определения так называемой вариабельности сердечного ритма. Вот. Ну, вы, наверное, слышали, что Холтер есть, вот, да, это суточная запись электрокардиограммы. А вот эта методика, вариационная пульсография, здесь требуется просто непрерывная запись как бы 200, не менее, чем электрокардиограмм, а затем вычисляются целый ряд показателей вариабельности сердечного ритма. И эта методика, ну, она использовалась в космосе дистанционно, как бы у космонавтов регистрировали вот эту электрокардиограмму непрерывную, и что позволяет она, как бы вот эта методика, получить как бы параметр, по которому можно судить о напряженности регуляции сердечного ритма. То есть, ну, насколько нервный центр, ну, как бы функция его, насколько она напряжена. Вот. Ну и по этому показателю, а также по другим показателям вариабельности сердечного ритма можно судить о том, какие центры задействованы в регуляции сердечного ритма, да? То ли это как бы низшие центры, там вот спинной мозг продолговатый, то ли это уже промежуточный мозг, гипоталямус. То есть она очень информативна и до сих пор широко ею пользуются и у нас, и за рубежом. Так что вот эти исследования в целом, вот они так вот друг за другом шли, да, и в конце концов это вот вылилось в докторскую диссертацию. А защита проходила в Институте нормальной физиологии. Это как бы Академия наук, Академия медицинских наук в Москве. Наш как бы институт нормальной физиологии. И, кстати, этот институт и кафедра нормальной физиологии Первого Московского медицинского института – это единое целое. Вот. И студентам, конечно, очень там как бы везет, потому что они могут проходить вот этот предмет наш, да, нормальная физиология, непосредственно наблюдая за исследованиями в лабораториях института, Институт нормальной физиологии. Ну вот в диссертации, что там было, на мой взгляд, как бы важно, это то, что ну, я подняла вопрос, но не я первая, конечно, это просто у нас, вот как бы здесь в республике, о подходе к конституциональному подходу вот, по изучению как бы морфометрических показателей и функциональных показателей, то есть интегральная конституциология. Ну, что она включает в свой состав? То есть не только морфометрические показатели, да, человека, там его рост, его массу тела, там окружность грудной клетки, да, то есть морфологическую конституцию, да, телосложение, но и как бы принадлежность обследуемого к типу гемодинамики. Ну, есть разные типы гемодинамики, это долго рассказывать, да, там гиперкинетический, гипокинетический. Вот, это интересно было, конечно, как вот лица с определенной морфологической конституцией, каков у них тип гемодинамики, да.
Затем интегральная конституция еще и включала тип вегетативной нервной системы. То есть есть люди симпатикотоники, есть там ваготоники, да, есть нормотоники. Вот. И мы определяли среди обследуемых вот, тот тип этой интегральной конституции, который наиболее адаптирован вот к условиям окружающей среды, к климатогеографическим, к социальным условиям. Вот. Мы проводили исследования на разном контингенте, ну, я имею в виду студенческом, то есть студенты, собственно, они одного возраста были, конечно, да, и заняты одним и тем же делом, вот, но разные этносы, то есть якуты, да, группы у нас были якуты, затем европеоиды, затем мы как бы вот европеоидов классифицировали на такие группы, как уроженцы. Ну, кто такие уроженцы? Это, ну, собственно, это тоже же коренные жители, но они родились здесь, в Якутии, от родителей, которые когда-то были приезжими. Вот. У нас группа была уроженцев первого поколения, затем второго поколения, то есть тогда их бабушки, дедушки приехали в Якутию. И третья группа европеоидов – это приезжие, то есть их привезли в Якутию родители, ну, в дошкольном возрасте или в школьном. Вот. И мы сравнивали вот, уровень их адаптации к условиям окружающей среды. Вот. Но если интересно, то там, конечно, получилось так, что вот уроженцы, они нисколько не уступали нашим юношам, якутам. Но обследование мы проводили исключительно на юношах. Почему? Потому что вот все эти показатели гемодинамики, они в зависимости от гендерной принадлежности, да, девушки или юноши, они отличаются. Дело в том, что у девушек они будут разными в зависимости от фазы полового цикла. В предменструальный там один пульс, да, одно давление, в предовуляторный, перед овуляцией, после овуляции. Поэтому лучше эти исследования проводить на юношах. Поэтому вот собрать материал не так-то просто было. Да, ну и что значит практический вклад какой, да? Конечно, вот мои исследования вошли в книгу. Это было издано, она вот в конце 80-х годов, где приведены были параметры морфофункциональные наших жителей. Вот. Ну и, естественно, вот все методики, которые я их использовала в своей научной деятельности, я абсолютно все методики внедрила в лабораторный практикум. Студентам очень нравились эти исследования. Вот. Ну и обучила всех преподавателей этим методикам. Ну вот вам внедрение, пожалуйста, в учебный процесс. Но обе составляющие, конечно, должны присутствовать. Есть, конечно, одаренные люди, да, одаренные, которым с генами передается способность к логическому мышлению, да, вот что называется, они успешны в когнитивной деятельности, да, вот. Но одного, что называется, вот этого врожденных, передающихся по наследству задатков недостаточно, конечно, недостаточно, потому что наука – это труд, это очень большой труд, кропотливый труд. Иначе невозможно и ни диссертацию
сделать и ну, что-то действительно такое, ну, получить какую-то новизну, да, в той или иной области науки. То есть должно быть сочетание. И, может быть, вот такие качества, как настойчивость, вот эта вот высокая работоспособность, трудолюбие, я бы отдала вот этим качествам приоритет. Ну и то, и другое, опять же, интересно. То и другое интересно. Ну, конечно, когда ты занимаешься экспериментальной работой и получаешь результат, и этот результат, ну, очень же важно как бы посмотреть, как он вписывается в как бы вот те литературные данные, которые в публикациях есть, да, вот, потому что когда они будут противоречить, да, вот тем данным, которые получены в исследованиях таких ведущих вузов и научных там институтов, то это, конечно, будет настораживать. Поэтому и то, и другое. Но интересы, несмотря на мой немолодой возраст, интересы есть, конечно. И вот если говорить о самых последних публикациях, да, то ну вот, выполнено мною, вот Мария Васильевна, и очень помогают кружковцы. Я веду много лет постоянно научный студенческий кружок. Как-то вот ребят собираю. Вот. И что мы исследовали? Мы исследовали, опять же, вот, показатели сердечного ритма, ну, я уже говорила, да, которые дают возможность оценить, насколько человек адаптирован к окружающей среде, с исследованиями психофизиологическими. Ну, вот вы наслышаны, конечно, вот эта методика Айзенка, да, благодаря этой методике там все как бы люди отнесены или там к интровертам, экстравертам. Вот. Потом эта же методика позволяет определить уровень нейротизма. Вот. Затем психофизиологические исследования по определению личностной тревожности. Вот. Кстати, студенты мединститута, да, особенно, ну, мы исследования проводим на младших курсах. Я сама преподаю на 2-м курсе, да, и у меня вот задействованы практически все юноши 2-го курса и уже на протяжении десятков лет. Вот. Ну и данные получились какие? Да, ну, во-первых, очень высокая встречаемость студентов с высокой личностной тревожностью. Много их. Их больше 60, даже 70%. Вот. Но дело в том, что личностная тревожность, она может быть опять разного уровня. Могут быть, ну, там по баллам все это как бы оценивается, да, как бы есть лица с очень высокой личностной тревожностью, у которых балл превышает 55. Такие тоже есть. Вот. Так вот, мы, значит, исследовали, каковы эти адаптивные возможности у лиц вот с разным нейротизмом, с разной личностной тревожностью, и установили вот такой факт, что, ну, во-первых, студенты наши в большей части интроверты, где-то около 60%, да, интровертов, и хорошо адаптированы как раз вот интроверты с низким нейротизмом. Ну, а нейротизм – это что такое? Это эмоциональная устойчивость. Вот те, которые обладают высоким нейротизмом, они эмоционально неустойчивы. Ну, наши же ребята, наши как бы вот юноши эмоционально устойчивы. У них низкий уровень нейротизма, то есть внешних проявлений, вот таких бурных проявлений эмоций у них нет. Вот. И у них как бы, и они хорошо адаптированы. Это вот одна группа. А другая группа тоже хорошо адаптированных – это тоже интроверты, но с высокой личностной тревожностью.
Но вот я вам говорила, что там до 55 баллов это просто высокая личностная тревожность, а у кого зашкаливает выше 55 баллов, это очень высоко тревожные. Так вот, просто высоко тревожные интроверты, они тоже нормально адаптированы и не хуже, а даже лучше, чем те, у которых низкая личностная тревожность. Дело в том, что низкая личностная тревожность – это студенты, которыми, как говорится, студенческим сленгом, все до фонаря. Они не очень-то переживают за свои успехи, они не очень мотивированы. Вот. А те студенты, у которых личная тревожность довольно высокая, они хорошо мотивированы, они хорошо учатся, они хорошисты, они отличники. Вот. Но это порог тут 55 баллов. Если очень высокая личностная тревожность, то тут все, они не адаптированы. Они не адаптированы. Вот я считаю, это очень интересно. В основном отличники и хорошисты не имеют высокий... Да, высокий уровень личностной тревожности, да. Неожиданный такой вопрос. Но надо ни при каких обстоятельствах не опускать руки. Надо быть оптимизмом. Это очень важно, потому что прогресс, он кем может быть продвинут? Конечно, людьми, оптимистами, заряженными положительной, что называется, энергией, да, целеустремленные. Наука – это дело, конечно, сложное, потому что бывает так, что ты получаешь вообще отрицательные результаты. Вот взять, допустим, когда я выполняла работу в аспирантуре, да, научную, там у меня выход был очень маленький. Почему? Потому что исследования экспериментальные очень тяжелые. Там препаровка на животном, я работала на кошках, острые опыты. Вот. Она проводится 9 часов. Там, пока ты занаркотизируешь, пока ты там одну манипуляцию сделаешь, другую там, И потом, после окончания эксперимента, нужно те нейрограммы, которые регистрировались у меня, да, их они записывались на пленку, их проявить. То есть ты в общежитии уже в полуобморочном состоянии после эксперимента к 11 часам вечера добираешься. Вот. И бывает, что во время препаровки там всякие казусы. Чуть там передозировка животному, все, оно погибает. Или там не удается остановить кровотечение, да? Тоже животное погибает. Или не пишется нужная нейрограмма, там нужно было выделить мне, допустим, симпатические постганглионары, да? А записи нет. Поэтому таких удачных экспериментов, в общем-то, отсев очень большой. И, конечно, тут опускались у меня руки, что там говорить. И слезы были, и спасибо моему научному руководителю, он меня утешал. Да больно вам, Галя, плакать. Закончите вы, сделайте работу. Устали, ладно, съездите на речку, вы там отдохните, и потом с новыми силами. То есть опускать руки нельзя.